Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем, как мужчина на проспекте Ямашева не заметил трамвай. Он из-за машины выпрыгнул, выехал под трамвай. Пешеход с тяжелыми травмами госпитализирован. Покажем, как на проспекте Ибрагимова грузовик протаранил припаркованные автомобили. Она дымелась еще, и монтажки доставали. На машины градом посыпались мешки с цементом. И как обманывают казанцев. Преступлений по России очень много. Это на самом деле пик уже, да? Полицейские огласили популярные способы наживы на доверии. Это и не только прямо сейчас. Трамвай сбил 36-летнего пешехода на проспекте Ямашева. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Несмотря на то, что скорость вагона была небольшой, удар был сильный. Пешеход сильно ударился головой и потерял сознание. Его срочно госпитализировали. Альбина Минибаева расскажет подробности. Я не знаю, он из-за машины выпрыгнул, выехал под трамвай. Все, я что только успел увидеть. 43-летний водитель трамвая не мог оправиться от шока. Стаж работы больше года. Теоретически знал, что может случиться всякое, но на практике к подобному морально готов не был. Рассказал, что ехал по своему маршруту на разрешающий сигнал светофора. Мужчину, который буквально бросился под вагон, заметил в самый последний момент. Пешеход, видимо, хотел перебежать дорогу в неположенном месте, но не посмотрел по сторонам. Скорость трамвая была небольшая, но ее хватило, чтобы мужчина сильно ударился головой о лобовое стекло. На проспекте Ямашева напротив дома 95 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя трамвая и пешехода. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход был госпитализирован без сознания в 7-ю городскую больницу. Медики диагностировали у 36-летнего пешехода закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму живота. Автоинспекторам теперь предстоит детально разобраться в случившемся. Сделать это будет нетрудно, в трамвае есть видеорегистратор. Виновнику происшествия, вероятно, предстоит оплатить повреждения вагона и возместить ущерб от простое большого количества трамваев, которые из-за наезда скопились на проспекте Ямашева. Альбина Минибаева, Алла Рыкова, Азат Самигуллин, Вызов 112. Авария по принципу домино произошла на Кремлевской дамбе. Hyundai i40 затормозил в плотном потоке движения. За ним остановился Hyundai Accent. Водитель Opel затормозить не успел и снес Accent на полном ходу. Меня вынесло на встречную на другую полосу. И все, а вследствие того, как я вышел с автомобиля, оказалось, что я задел еще водителя Hyundai. Почему водитель «Опеля» не успел среагировать, объяснять отказался. В результате ДТП 30-летняя пассажирка «Опеля» получила ушиб мягких тканей левого коленного сустава. Не справился с управлением. В Сармановском районе в поселке Джалиль водитель «Лады» 9-й модели влетел в столб линии электропередачи. В машине находился не один. В результате ДТП двух пассажиров 15 и 16 лет увезли на скорой. Подростки получили закрытые черепно-мозговые травмы. Обоих госпитализировали в Альметьевскую медсанчасть. Сегодня днем на проспекте Ибрагимова груженный цементом «Газель», не тормозя, протаранила припаркованный у торгового комплекса автомобилем. Кабину грузовика узнать было сложно. Его водителя зажало в салоне. Мужчину извлекали очевидцы происшествия. Собрать все легковушки в одну кучу помешал столб, но полетевшие по инерции вперед мешки с цементом повредили несколько машин. Айрат Назипов с места происшествия. Она дымелась еще, и монтажки доставали. А долго доставали вообще по времени? Минут 20, наверное. Сразу после аварии водитель грузовика оказался зажат в искореженной кабине. Помогать пострадавшему принялись как случайно прохожие, так и прибывшие на место спасатели. Несмотря на сильный удар, мужчина выжил и был передан в руки медиков. Водитель «Лады Ларгус», на машину которого и пришелся основной удар, не пострадал лишь по счастливой случайности. За несколько мгновений до столкновения он успел покинуть свою машину. Только подъехал, остановился. Вышел из машины и тут же. Смотрю, несется. Я отскочил, и все. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, как грузовой автомобиль даже не снижал скорость. После столкновения «Ладу» припечатало к стоящему рядом столбу, и искореженный металл «Лады» впился в находившуюся рядом «Сузуки». Грузовик перевозил мешки с цементом. После удара все содержимое фургона по инерции полетело вперед на припаркованные автомобили. 50-килограммовые упаковки повредили «Шкоду Йети». С ней столкновения не было. Владельцы автомобиля надеются на благосклонность погоды и отсутствие дождя, чтобы рассыпавшийся цемент не застыл. Последствия этой аварии могли бы быть куда печальнее, если бы на пути водителя «Газель» не оказался столб линии электропередачи. При высокой скорости он рисковал протаранить сразу 4 автомобиля. Почему водитель, ехавший, вероятно, на высокой скорости, не справился с управлением, вопрос пока открытый. Восстановить всю картину произошедшего предстоит автоинспекторам. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112.
Молодая девушка погибла сегодня в результате падения 6-го этажа дома на улице Меридианная. По рассказам жильцов, здесь она снимала квартиру. Каких-то подробностей о ней никто не знал и близко знаком с ней не был. На возраст погибшей около 20 лет. Что произошло и почему она оказалась на земле, теперь предстоит выяснить следователям. Уехал из дома и не вернулся. В Нурлатском районе возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту безызвестного исчезновения Саддарова Айдара Галиаскаровича. По предварительным данным, 22 сентября мужчина на своем автомобиле ВАЗ-2109 уехал в Самарскую область и до тех пор домой не вернулся. Последний раз мужчину видели в деревне Покровка Кошкинского района Самарской области. Он занимался хозяйственными делами. Около полудня сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении. С тех пор о нем ничего не известно. Всех, кто располагает какой-либо информацией, следователи просят позвонить по телефонам, указанным на экране. Анонимность гарантирована. Устроил погром в продуктовом магазине. Полицейские Казани задержали нетрезвого мужчину, разгромившего стеллажи в торговой точке. Как видно на видеозаписи, покупатели и продавец устроили громкую перепалку. Судя по всему, до этого мужчина намеренно уронил десятки стеклянных тар. После задержания мужчине выписали 2 протокола об административном правонарушении. Провокаторша первая. Не подобного, я тебе сказала, плати за эту курицу. Прикинь. Вот с чего началось, вот и все. Это ты начал это все, я сказала, плати за курицу, я сказала. Я тебе заплатил. Сейчас заплатишь ты мне еще. А что ты не заплатил? Вызвали? Да, тебе хорошо, посмотри. Вахитовский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств. На скамье подсудимых 3 экс-оперативника. По версии следствия, они инсценировали задержание подозреваемых в незаконной продаже пистолета-пулемета, чтобы улучшить свои служебные показатели и получить поощрение от начальства. По ходатайству государственного обвинителя слушания отложили до 23 октября. Само дело рассматривается за закрытыми дверями. В Вахитовском районном суде города Казани состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Валишина, Васильева и Гуслярова, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 222, частью 1 статьи 286 и частью 4 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации. Свыше 2000 преступлений за 9 месяцев текущего года. Половина из них совершены в столице республики. О самых популярных видах мошенничества рассказали сегодня полицейские. Чаще всего преступники действуют дистанционно, но немало и тех, кто готов встретиться со своей жертвой с глазу на глаз. О том, как не попасть на удочку мошенников, расскажет Динара Камалова. Фокусы с чернеющим желтком, гадание прямо на улице с последующим лишением денег – лишь малая часть схем мошенников. В большинстве случаев злоумышленники действуют бесконтактно. Пострадавшие даже не знают, кому перевели деньги. По телефону им могут сообщить о попавшем в беду родственнике или о выигрыше баснословной суммы, с которой надо заплатить налоги. Но одним из самых распространенных видов обмана находится на доске бесплатных объявлений. Хотим пояснить, чтобы они более внимательнее читали о тех интернет-сайтах, о тех ресурсах, куда они непосредственно обратились, чтобы обращали внимание на давность появления данного сайта в интернете, на отзывы. Роста подобных афер полицейские не наблюдают. Напротив, их число по сравнению с минувшим годом снизилось на 150 случаев. Но в целом ситуация почти такая же. Преступлений по России очень много. Это на самом деле пик уже, да? Это проблема не только Казани, это проблема и других регионов России. Поэтому мы стараемся постоянно общаться с нашими коллегами из других регионов, смотрим, какие у них новые разработки, как они подходят, какие методы используют при раскрытии данных преступлений. Чтобы не попасть на удочку мошенников, полицейские рекомендуют следовать простым советам, не впускать в дом посторонних, не верить тем, кто говорит о порче, и не сообщать неизвестным лицам данные с обратной стороны банковской карты и содержимые СМС-сообщений от банка. И напоминают, что попытки нажиться на доверии могут обернуться 10 годами лишения свободы. Динара Камалова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или же в нашу группу ВКонтакте. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.